Этот райский уголок, полный цветов, овощей, зелени, Любовь Мацепурина начала обустраивать больше 20 лет назад. Чего здесь только нет. Перец, петрушка, огурцы, цветы самых разных видов. Это и анютины глазки, георгины, петуния, даже африканская ромашка. Есть здесь и разные сорта помидоров. Бычье сердце, титан, черри, петушиный гребень, принцесса. Что к столу надо, у нас все есть. И базилик, и укроп, и кинза. Ну, что только нету. Все. Много, даже лавровый лист свой. Мы ничего не купляем. Лучок, правда, так на лето сажаем, вот уже 3-й раз посадили. За этим зеленым царством, как в шутку зовет его Любовь, ухаживать помогает семья. Вот и сейчас внучки Дана, Дали и Ясмина заняты сбором листьев салата для сегодняшнего обеда. Семья у Любови большая. 6 детей, 16 внуков и 22 правнука. И всех родственников каждый сезон бабушка радует вкусными соленьями, компотами и вареньем. В саду растут яблони, вишни, виноград. В огороде уже успели собрать урожай чеснока, редиски и кабачков. Солим и помогаем им. Другая внучка тоже в прошлом году болела, тоже на нее солили. Дочка в Казахстане тоже на нее солили, потому что на зиму приезжает. Всем солили. Сага раздаем, это без этого не бывает. Есть в хозяйстве и куры, так что и яйца в магазине покупать не приходится. Такой красивый и ухоженный участок – результат каждодневного труда женщины. Сюда входит полив, уборка сорняков, подкормка земли нужными удобрениями. Возиться в земле даже в свои 82 для Любови Мацепуриной только в радость. Я бы день и ночь рылась в ней. Мне вот соседи говорят, что ты постоянно, да уже твои годы. Я люблю, я всю свои болезни оставляю тут, на огороде. Для меня это рай. Ну вот выйдешь, разве это не рай? В конкурсе на лучшее подсобное хозяйство Любовь Григорьевна участвует впервые. Подать заявку предложила подруга. Планы в случае выигрыша у Любови большие. Нужно купить затеняющую сетку для овощей, чтобы она защитила растения от чересчур палящего солнца. Подружка моя в прошлом году получила деньги. Думаю, ну может какая-то хоть 100 тысяч там, или 50 тысяч будет. Какую-то помощь. Вот мне хочется вот это все закрыть. Сетка такая есть, которая, как на садах, знаешь, закрывает. Им тень нужна. Республиканский конкурс на лучшее подсобное хозяйство, инициированный главой республики, реализуется 3-й год подряд. Принять в нем участие может каждый. Проходит он в 2 этапа. Первый продлился до 27 июня. На нем провели оценку и отбор участников для следующего тура. На втором этапе конкурса, который стартовал с 1 июля и продлится до 27 числа, уже объявят победителей конкурса. Так, обладатель первого места получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, второго – 300, третьего – 200 тысяч, ну а последующие участники получат по 50 тысяч рублей. В этом году в связи с тем, что количество участников с каждым разом растет, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял решение увеличить призовой фонд еще на 1 миллион рублей, добавив еще 10 мест по 100 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма вознаграждения составит 3 миллиона рублей. Любовь Мацепурина также планирует принять участие и в фестивале цветов. Конкурс проводится в регионе впервые, также по инициативе главы. В нем могут принять участие все желающие, у кого есть цветники, палисадники, клумбы с красивым и оригинальным оформлением. Дана Плиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.